разборов. Как обычно. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, добрый день. Очень рада вас видеть, очень рады вас видеть. Мы выражаем вам еще раз огромную благодарность за вашу смелость, за ваше участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Все вы большие молодцы, и сегодня мы с вами займемся разбором ваших ошибок, ваших удач и неудач. Давайте договоримся таким образом. После обсуждения, после анализа заданий по каждому конкурсу мы ждем ваши вопросы. То есть обсудили, допустим, лексико-грамматический тест, и мы ждем от вас вопросов. И затем переходим к анализу следующего конкурса. Итак, как и обычно, региональный этап у нас включал 5 конкурсов. 4 конкурса выполнялись в письменной форме. Вы их видите на слайде. Это лексико-грамматический тест. Обратите внимание, максимальное количество баллов в этом году за лексико-грамматический тест составил 40 баллов. Затем понимание устного текста 30 баллов, понимание письменных текстов 30 баллов, конкурс письменной речи 20 баллов и конкурс устной речи 20 баллов. Максимальное количество баллов, которые вы могли набрать, составляло 140 баллов. Перейдем к анализу лексико-грамматического теста. Я передаю слово Ларисе Генриховне. Добрый день, участники Олимпиады, добрый день, уважаемые коллеги. Итак, как уже Юлия Юрьевна сказала, лексико-грамматический тест оценивался максимально в 40 баллов. В этом тесте было 4 упражнения, они были созданы на базе одного текста. И задания включали в себя множественный перекрестный выбор, заполнение лакун, восстановление текстовой связности. Оценивали мы строго по ключу. Никакие варианты ответов, отличные от ключа, мы не принимали. За каждый пропуск, за каждое написанное слово, предлог, артикль выставлялся 1 балл. Ну и вас, в ваших личных кабинетах вы наверняка уже посмотрели сам лист заданий, то есть вы увидели, что нужно было поставить, и вы видите сейчас на слайде ключи к лексико-грамматическому тесту. Ну, я могу сказать, что в первом упражнении, конечно, было много ошибок, во всех упражнениях было достаточно ошибок, и, на мой взгляд, большое количество ошибок было от того, что невнимательно было прочитано задание, потому что в первом упражнении задание звучало так: заполните пропуски артиклями. И здесь могли быть варианты определенного, неопределенного, либо слитного артикля с предлогом «de», с предлогом «а», либо отсутствие артикля. И были варианты, которые совсем не подходили, то есть, например, были ударные местоимения, были конструкции «это есть». То есть вот здесь еще и вопрос стоит о том, что насколько внимательно было прочитано задание. Ну и было несколько вариантов, вы видите, в 3, 4 и 8. Это было отсутствие артикля, то есть там никакой артикль не нужно было ставить. Во втором упражнении нужно было заполнить пропуски предлогами. Здесь, кстати, справились намного лучше, потому что других вариантов, кроме предлогов, мы не увидели. То есть здесь были только предлоги. Конечно, были ошибки в употреблении самых разных предлогов. Ну, например, управление глаголов, там, profiter de, он употребляется только с предлогом de, либо essayer de faire quelque chose. То есть здесь вот знание этого управления глаголов, управление этих глаголов помогло бы вам написать это задание правильно. Здесь было наименьшее количество ошибок, если судить по всем работам. В третьем упражнении необходимо было, здесь было 2 сложности. Нужно было, во-первых, выбрать из списка глагол, подходящий по смыслу, и, во-вторых, поставить его в необходимую форму. Ну, то есть проспрягать его, либо оставить его в неопределенной форме, либо поставить его в форме причастия прошедшего времени. Здесь, конечно, наибольшее количество ошибок было сделано, поскольку, скорее всего, сами глаголы показались, наверное, сложными, возможно, они были незнакомы, значение этих глаголов было незнакомо, возможно. Например, глагол «тамбурине», речь шла о дожде, дождь, который стучит по крыше, да?
Вот с ним было, конечно, очень много ошибок. И вторая сложность, это нужно было поставить в ту форму, которая требовалось по тексту, то есть это могло быть импарфе, вы видите в ответах, что это могло быть плюс парфе, должно быть, например, пассе композе. Ну, в четвертом предложении там была форма плюс парфе глагола avoir, avait vu, но она должна была быть согласована с прямым дополнением, которое стояло перед причастием. И многие были правильные ответы формы avait vu, но если не было согласования s на конце, этот вариант не засчитывался. И последнее, четвертое упражнение. Там необходимо было... Юлия Юрьевна, смените, пожалуйста, слайд. Там необходимо было заполнить пропуски местоимениями, которые подходило по смыслу. Соответственно, если это написано, что нужно заполнить местоимениями, там не могло быть артиклей, потому что были варианты, например, артикля «de», был, например, союз «et», были другие варианты, которые никак не могли подходить к этой... Это не является местоимением. Здесь, кстати, очень многие выполнили достаточно хорошо. На мой взгляд, сложность была в том, что в выборе между прямым и косвенным дополнением, вот форма «le» или форма, например, «lui», то есть здесь тоже управление глагола вот в каких-то моментах подвело. Ну вот вы видите свою работу в вашем личном кабинете, вы сейчас увидели варианты, правильные варианты ответов, вы видите вашу работу, то есть где был поставлен минус, где был поставлен плюс. Если у вас есть вопросы по лексико-грамматическому тесту, давайте мы сейчас на минуточку остановимся, и вы имеете возможность сейчас задать, если что-то непонятно именно по лексико-грамматическому тесту. Давайте я еще раз вернусь к первому заданию. Значит, останавливаемся на первом задании. Вы еще раз, пожалуйста, посмотрите формы, правильные варианты ответов. Угу. Может, есть вопросы, почему именно данный артикль в данном контексте необходимо было употребить? Задавайте, пожалуйста. Вот предлоги. Угу. Второе задание. Третье задание. Четвертое. Конечно, выбор местоимений «лё», «ля», «ле», либо «люи», «лёр» вызвал трудности. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что у нас обучающиеся часто путают данные местоимения. «Дон» буквально один человек правильно употребил в 11 фразе. Молодец, участник, который правильно поставил «дон». Тоже сложное местоимение, сложное относительное местоимение. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста. Если нет вопросов, мы переходим к конкурсу понимания устного текста. Максимальное количество баллов, которые можно было получить за этот конкурс, составило 30 баллов. Виды заданий вы видите на слайде. Сразу скажу, что 44% не набрали половины баллов. Текст был все-таки нелегким. Речь шла о передаче, которая выходит с определенной периодичностью на актуальную тему. Тут же, что касается ответов. Первый вопрос, к сожалению, интерференция русского языка привела к неправильному ответу. Вопрос был, каков жанр передачи? Да, вы правильно ответили, если бы речь шла о русском языке. Многие написали интервью, беседа, дискуссия. На самом деле нет. Необходимо было написать, можно было написать одно ключевое слово, сразу показываю ответы. Это было бы окружающая среда, либо мода, либо магазин de l'environnement. Магазин здесь в значении передачи. Радиопередача, телевизионная передача – это все слово магазин. Угу. Если бы вы написали хотя бы мода, либо окружающая среда,
это было бы засчитано. Но вот, к сожалению, дискуссии, интервью немножко вас вызвали трудность и подвели они вас. Затем, второй вопрос тоже. Многие участники не справились с вторым вопросом. Кто был партнером? Партнером передачи. Посмотрите правильные ответы. Это Le Monde, достаточно было бы слова Le Monde, ну, либо же La Rédaction, Planète Science, du journal Le Monde. Даже бы вы, если вы написали Planète Science, то вы бы уже получили 1 балл. Посмотрите, пожалуйста. Угу. С вопросами 3, 4, 5, молодцы, многие справились. Вы видите ключи. Молодцы, социолог, почти все услышали. Единственное, что организаtrice du forum, кто-то написал фом, а не форум. Ну, бывает. Единственное, еще один момент. Четвертый тоже хорошо. Но некоторые написали специалист де техник. К сожалению, мы не смогли засчитать данный ответ, потому что можно быть, техники у нас бывают разные. Необходимо было все-таки пояснить, либо текстиль добавить слово, либо, ну, хотя бы техник традиционель. Угу. И пятое слово было для всех сложным, teinturier, но кто-то попытался написать, пусть даже с ошибками, но он получил за это 1 балл. Красивчик, да? Teinturier. Просто метро было недостаточно. Угу. Посмотрите далее, 6-й вопрос. Обратите внимание, кто-то обвел 2 буковки. Вот как только появилось 2 буквы, мы уже не могли, даже если вы выделили D и еще одну какую-то букву, мы не имели права поставить вам 1 балл. Пожалуйста, запомните, чаще всего, если написано 1 балл, значит точно требуется 1 ответ. Буковка D. Далее, посмотрите, где. Молодцы, тут почти все справились. Вот следующий ответ. 8. Дата. Там была не дата, просто спрашивалось, когда. Правильные ответы были 24 апреля 2013. Да, многие из вас написали 2013, но важно было поставить также месяц. Поэтому нам пришлось ставить 0,5 балла за просто 2013. Если бы, ну, хотя бы в месяц, вы бы уже получили 1 балл. Отсюда и появились ваши 0,5. Давайте дальше посмотрим. Обратите внимание, в номере 2, вопрос номер 2, основная информация, это был журнал Le Monde. Третий, давайте я вернусь на третий. Так, третий. Ну, порядок, в котором представлена информация, не имеет значения. Все, что вы смогли написать в любом порядке, если это было правильно, было зачтено. Далее, посмотрите, 9, да? Что произошло с заводом? Угу. 9 вопрос. Что произошло? Ну да, может, глагол был, конечно, сложным, s'effondre. Но те, кто написали accident, мы тоже учли. Потому что accident это может быть всем. И несчастным случаем, и какой-то катастрофой. Все, что приводит к гибели людей. Глагол сложный, да, согласна. Explosion тоже засчитывалось. Угу. Посмотрите на 10. Ну, с ним, в принципе, все справились. Сколько было жертв. Молодцы, вы услышали. Это очень радует, потому что вы слышите числительные. Ага, дальше. Чуть сложнее вопрос. Какова была реакция, да, общественного мнения? Ну, многие тоже справились с этим вопросом. Посмотрите правильные ответы. Возможные варианты ответов. Угу. Но тут же говорю, что 10-12, видимо, все-таки были сложными вопросы. Особенно 11 и 12 многие не справились. Просто ничего не написали. Угу. Le moins cher, le plus rapide. Если некоторые написали vitesse, мы учли. Посчитали данный ответ правильно. И посмотрите 13. Опять же, 3 балла, значит, тут же надо было догадаться, что 3 ответа, 3 буквы должно быть обведено. В принципе, участники неплохо выполнили, неплохо ответили на данный вопрос. Угу.
Ну и следующее задание. Давайте еще пояснение посмотрим. Номер 13. 1 балл за каждую правильно отмеченную букву. При условии, что отмечено не более 3 букв. Пожалуйста, всегда обращайте внимание. Если спрашивается 3 условия, значит всего 3 буквы. Если 3 балла, значит мы с вами предполагаем, опять же, 3 буквы, 3 ответа. Угу. Для кратких и развернутых ответов, вы уже видели, варианты ответов были даны через косую черту. Но мы с Ларисой Генриховной проводили семантический анализ, и если ваши все-таки ответы были близки по смыслу к вариантам ответов, мы все учитывали и засчитывали вам как правильный ответ. Угу. Ну, теперь посмотрите задание, с которым, в принципе, всегда справляются участники. Задание 14. Ага. Вопросы 14-23. Здесь молодцы. Многие не ошиблись. Угу. Проверьте, пожалуйста, все ли правильно отмечено. Угу. Ну и мы ждем вопросы. Даем вам 2 минуты еще раз посмотреть, пройтись по ключам. Давайте я с самого начала покажу ключи. Угу. Вы еще раз посмотрите на ваши ответы. Это 13-й вопрос. И правда, неправда не указано в тексте. Можете ли вы нам вообще писать в чате? Можно как-то вот плюсик поставить, что вы нас слышите, что у вас есть возможность задать вопрос? Пожалуйста, отпишитесь. Нет ли каких-нибудь проблем? Если все хорошо, поставьте плюсик. Ну ладно, давайте перейдем к следующему конкурсу. Конкурс понимания письменных текстов. Максимальное количество баллов, которые вы могли получить, составляло 30 баллов. К сожалению, 50% участников не набрали половины баллов. Максимально полученный балл был равен 18, и минимальный балл, который получили участники, это было 5 баллов. Итак, текст был нелегкий, об ученых, которые изучают спортивные движения для оптимизации достижений спортсменов. Угу. Посмотрите, какие были виды заданий. Те задания, которые требовали развернутый ответ, оценивался как информативный компонент, так и языковая правильность. Давайте сразу перейдем к ключам. Угу. Так, что тут у нас? Обратите внимание на 3-й вопрос. Я сейчас вам пояснение покажу. Смотрите, в 3-м, 4-м порядок выбранных букв в графе, но только в графе движения, значения не имел. Если вы переставили буковки, посмотрите, у вас идет движение, mouvement и объектив, то это был уже минус. Только mouvement можно было в разные клеточки написать разные буковки, поменять их местами.
Объектив уже нет, нельзя было. В четвертом то же самое. К сожалению, посмотрите, пятый, шестой, сейчас пояснение покажу. Ага, в шестом вопросе вы могли выбрать одну букву, могли две, но в любом случае получали 1 балл. Вот он, шестой. Если вы написали только Б, значит 1 балл. Если написали БД, тоже, к сожалению, 1 балл. В этом году в первый раз было новое задание, которое нас немножко подвело. Да. Что в нем необходимо было выполнить? Необходимо было описать, в каком отношении находится подзаголовок и текст, который следует после него. Да, данное задание было без всяких пояснений, поэтому вы, к сожалению, кто-то резюмировал, о чем шла речь в текстах, кто-то объяснил, о чем шла речь в текстах. Посмотрите на правильные ответы. Оказалось, все проще намного. Надо было сказать, что заголовок правильно отражает информацию текста. Посмотрите, 7-й вопрос, да? Текст не содержит лишь информацию, которая задана заголовком. Угу. Ну и тут различные вариации с синонимами. Заголовок переформулирует в одной фразе, дается полностью информация, которая конкретизирована и объяснена в тексте. Второе, посмотрите. Заголовок верно передает содержание текста. Но в тексте содержится также информация, которая не указана в заголовке. Либо, если переформулировать, текст содержит информацию более широкую, чем заголовок. Либо текст содержит два типа информации. Та, которая связана с заголовком, и та, которая ее расширяет. Да, тут, к сожалению, но два участника молодцы, они справились с данным заданием. Они смогли описать данное отношение. Единственное, что один участник 0902 такие хорошие ответы написал, но, к сожалению, он их зачеркнул и дал совершенно другое объяснение. Прям красиво ответил, верно, но, к сожалению, правильный ответ был зачеркнут. Угу, посмотрели. Ага, вот еще 9. Заголовок говорит совершенно другое, чем сам текст. Или текст дает другую информацию, чем заголовок. В тексте дана другая информация, которая совершенно не отражает информацию заголовка. Давайте дальше пойдем. Да, к сожалению, здесь у нас 10. Так, 10. Сейчас посмотрим, что это было за задание. 10-16. Ваше любимое задание, с которым вы неплохо справляетесь. Правда, неправда, информация не дается. Угу. Здесь неплохо выполнили. Посмотрите правильные ответы. Угу. Ага. И далее следующее задание было ловушкой небольшой. Первый раз было такое задание. Ну, 17-й все хорошо. Вы должны были назвать какой-нибудь парк развлечений во Франции. Молодцы. Ну, молодцы. Диснейленд надо было вспомнить, конечно, всем. Молодец участник, который написал парк Астерикс. Молодец. Да, действительно такой парк существует. В принципе, вы могли указать любой существующий парк во Франции. Далее 18-й. Здесь почти все не справились. Здесь ключевые слова les jeunes, либо les, ну, опять же, les jeunes, дети, да, молодежь и их семьи. Семьи, либо родители. Даже вы написали les jeunes, но вторым ключевым словом, и без него нельзя было получить 1 балл, это была либо семья, либо родители. К сожалению.
И дальше было задание, которое в первый раз в этом году в Олимпиаде необходимо было объяснить сокращения. Да, мы признаем, что сокращения были нелегкими. СМИК действительно сложные. Это у нас прожиточный минимум. СВ, куррикулум вите. Да, некоторые расписали куррикулум вите, но что тут, какие ключевые слова были все-таки у нас? Обязательно дипломы, обязательно карьера, обязательно учеба, обязательно опыт. Просто представить себя этого недостаточно. Это другой тип документа. Куррикулум вите, резюме, да? Обязательно представляем свой профессиональный путь, обязательно дипломы, учеба, опыт полученный. Ну вот, к сожалению, сокращение почти никто не смог объяснить. Да, уважаемые коллеги, обратите внимание, что необходимо также придется знакомить обучающихся с самыми распространенными сокращениями. Коллок, посмотрите, да, коллокатер. Следующее. Ну, давайте обратите внимание, 17-23 проверки. Мы проверяли только информативный компонент. Вот они, пожалуйста, посмотрите, да, сокращение. Коллок. Опять же ключевое слово «louer». Вы писали «жить», вы писали «посещать визиты», вы писали «séjourner». Все это было неверно. Вот что касается особенно 22-го. Colocation avec des personnes âgées. Да, нельзя, если вы писали посещать пожилых людей, проводить время с пожилыми людьми. Ключевое слово было либо être logé, либо, ну не либо, ну можно было louer pour une petite somme, вот как в последнем ключе. Payer une petite somme symbolique. Но не просто жить с пожилыми людьми. Être logé chez une personne âgée. Ага. И 23-е foyer de jeunes travailleurs. Да, ключевые слова либо résidence, либо établissement. Но все, что было близко к данному ответу по семантике, мы зачли как правильный ответ. Угу. Либо une sorte d'hôtel, résidence. Что тут у вас еще? Établissement. Давайте я еще раз вернусь к ключам. Вы еще раз пройдетесь по ним, посмотрите. Угу. Начало. 3-й, 4-й молодцы. Практически все справились с данным заданием. Здесь маленькая ловушка. Угу. Здесь хорошо, тоже неплохо справились. Здесь пошли парки и сокращения. Сокращения вызвали сложности. Угу. Ждем ваших вопросов по конкурсу понимания письменных текстов. Отключите, пожалуйста. Нас сейчас не видно?
конверсация. Алло, да, Оксана, здравствуйте. Ага. Ну, хорошо, нет, я поняла, что вопросов никаких нет, ну, как бы мы вот, давайте вернуться к чему-то, Да, давайте мы да. прямо сейчас по телефону обсудим этот вопрос, потому что, возможно, у кого-то есть вопрос, он его не задал. В каком именно Конкурсе. разделе вопрос? Аудирование. Вопрос в каком вопросе? Ага, в каком вопросе? Да. Еще раз, какой номер работы? 11.05. Сейчас откроем. 11.02. Так, 11.02. Хорошо, открыли. Какой вопрос? Ну, мы не потому что непонятно было, что это за Что слово. такое dans la rue de Grotin? Вот это неправильно. Потому что были тентюрьен, может быть, неправильно было написано, но фонетически было «да». Но в данном случае мы не смогли позащитить, потому что, ну, даже непонятно было, что это тентюрьен. Продолжение. И продолжение «dans la rue de Grotin» это, в принципе, было такое? лишнее. Да. Тентюрьен. И вот это вот mettre temps мы даже не смогли, потому что были варианты, фонетическое написание. Но в данном случае мы не смогли зачесть. И ю нечетко, ю нечетко. Чтение, какой вопрос? Так, чтение. 11.02 вы сказали, да? Хорошо, сейчас найдем работу. 11.02. Какой вопрос? Это чтение, да? Конкурс понимания письменных текстов. Ага. Не, подождите, qu'est-ce que c'est passé à l'usine? Это было аудирование. Это аудирование, да. Не-не-не-не-не-не. Да, вот. Были убиты, да. Нет, убиты, Нет, это значит... нет. Ключевое слово было не убиты, несчастный случай, аксидент. Надо было написать либо аксидент, эксплозион. да. Если бы они погибли, если бы она написала да. Если бы просто написали аксидент, qui a causé la mort. То есть des ouvriers. здесь получается как бы понятие убийства. Да, там все-таки это катастрофа, аксидент. Или хотя бы, если бы они были, слово погибли, там, périr или что-то такое, то мы бы зачли. Но в данном случае ont été tués. Да, здесь не tué ключевым словом является. Здесь является аксидент, эксплозион, qui a causé 22 из чтения. 22. 11.02, да? Conversation. 22. 22, где у нас? Сейчас откроем ключи. Ну вот там avec les adultes. Ну вот адюльт в данном случае, поскольку... А какой вопрос-то это был? Это, скорее всего, colocation. Ну там, наверное, нужно было не слово адюльт, персон âgée. И не conversation. Нет, ну conversation, здесь слово logement есть. Logement avec eux. Но слово что значит logement avec eux? Нет, но слово адюльт в данном случае не подходит, потому что здесь colocation avec les personnes âgées. Personnes âgées, ключевое слово. Адюльт здесь, потому что адюльт это понятие более широкое, чем personnes âgées. Адюльты это могут быть и родители, и приемные родители. Это могут быть родители, это могут быть кто угодно. Кто угодно. Вот, а здесь все-таки именно personnes âgées. Хорошо. Еще вопросы
Хорошо, ладно. Хорошо. Хорошо. Если что, мы потом тогда сейчас просто будем разбирать письменную речь, там, возможно, тоже будут вопросы. Тогда вы позвоните, я увижу, что от вас звонок идет. Хорошо, спасибо. Значит, дорогие коллеги, уважаемые участники, вы наши телефоны, номера телефонов знаете, звоните, пожалуйста. Если не можете, задать вопрос в чате. Телефоны рядом, мы ответим на любой вопрос. Давайте продолжим, перейдем к конкурсу письменной речи. Итак, конкурс письменной речи, он подразумевал написание статьи для школьной газеты на предложенную тему с опорой на документ основы. В качестве документа основы использовался аутентичный текст про парк, исторический парк, в котором можно увидеть такого необычного персонажа с небольшой свитой, что ли, птиц, которые выполняют заданную работу, то есть они собирают брошенные какие-то там окурки, бумагу и так далее. И необходимо было дальше. Необходимо было, мы оценивали по двум таким глобальным критериям. Это решение коммуникативной задачи. Я сейчас поясню в каждом случае, в каких моментах мы, к сожалению, отбирали какие-то баллы. Если речь идет о выполнении требований сформулированных заданий, в данном случае авторами заданий подразумевалось, что мы должны зачесть и поставить 2 балла, если это тип текста статья, если членение на абзацы произошло, было верным, текст расположен на странице верно и указанное количество слов соответствует, в общем-то, тому, что было заявлено, 180, 220, и есть заголовок и подпись. Что касается вот этих моментов, расположение текста на странице у всех было верным, то есть оно все было адекватным. Указанное количество слов, оно было верным, то есть оно было от 180 до 200, чуть больше было, там где-то 224 у кого-то было. Мы за это не санкционировали. К сожалению, в одной работе нет подписи, но заголовки присутствовали везде, даже если в некоторых случаях нам казалось, что заголовок немножко не подходит, что ли, к тексту. Но в любом случае мы все эти заголовки проверяли. Если даже потом там была какая-то ошибка, мы это оценивали в языковой компетенции. Что касается членения на абзацы, к сожалению, было много работ, в которых членение на абзацы не прошло. То есть это был один единый текст. У кого-то был один такое маленькое введение, потом был огромный большой абзац, не поделенный ни на какие смысловые части. Конечно, это было... То есть в результате количество баллов мы не могли поставить максимум. Что касается типа текста статья, конечно, здесь можно много обсуждать о том, какая должна быть статья. Статья – это, в общем-то, понятие очень обширное. Конечно, были такие тексты, которые похожи были на сочинение, как я сходил в исторический парк. Мы сильно не снижались за это, потому что мы понимаем, что каких-то вот таких специальных требований к статье, тем более, что это статья в школьную газету, их, наверное, особенно и нет. Поэтому, что касается первого критерия, если баллы вы видите не максимум, то, скорее всего, это было за членение на абзацы, за отсутствие подписи, или за, в том числе, тип текста статьи. Если это было, конечно, совсем сочинение, которое никак не предполагало наличие адресата, во многих работах было такое, что вы никогда не забудете, я хочу вам рассказать То есть вот эта обращенность речи, она, конечно, показывает, что есть читатели у этой статьи. Что касается второго критерия, представления описываемого события, вы видите, что здесь максимальное количество баллов – это 5 баллов. Здесь необходимо было, то есть мы оценивали само содержание высказывания, и вы видите, что авторы Олимпиады, они разбили эти баллы на подбаллы, что ли, да? То есть 1 балл мы ставили, если были ответы на вопрос «кто», «куда», «зачем», «почему», «пошел», да? И к сожалению, здесь в некоторых работах было недостаточно этих элементов. То есть можно было увидеть только «мы с моей сестрой пошли». Почему, зачем туда пошли, непонятно.
2 балла можно было получить за описание впечатлений, ну, от посещения, то есть мы обращали внимание на выражения, которые «я был впечатлен», «это был замечательный поход» и так далее. В некоторых работах мы видели очень скупое описание, то есть это было 1-2 высказывания, которые, ну, мы, конечно, это оценивали, мы не санкционировали за это, но в целом не хватало вот этого описания впечатления от посещения парка. Ну и что касается последнего критерия, это то, что необходимо было привлечь своих читателей к какому-то аспекту. Здесь вы видите, что есть аспект новизны, аспект необычности, недопустимости, что-то и так далее. То есть мы, если был вот этот вот последний, последний раздел, там, где автор привлекал внимание читателей хотя бы к чему-нибудь, мы ставили эти 2 балла. Многие, кстати, вышли на тему экологии, говорили о том, что необходимо брать пример с этих птиц, которые заботятся и, в общем-то, и именно это надо было и подбирают. сделать. Да. Ну, то есть, в принципе, здесь можно было привлечь внимание к чему угодно. Можно было и к жестокости, может быть, кто-то бы посчитал, что это жестокое обращение с животными. В любом случае нужно было сделать какой-то вывод, не просто описать свои впечатления от посещения этого парка. Да, и не просто описать птиц, которые собирают мусор. То есть необходимо было вызвать реакцию. Следующий критерий – это связность и логичность текста. Ну, в целом мы были, в общем-то, удовлетворены логичностью текста. То есть тексты были, конечно, логичны, но здесь еще есть критерий, как употребление коннекторов, то есть тех связующих элементов, которые делают как раз вот этот текст таким подвижным, и в том числе логичным и связанным. Много было коннекторов, достаточно много, но в некоторых работах их не было практически совсем. К сожалению, здесь вот у кого этих коннекторов нет, то максимума, конечно, вы не получили. Что касается... Да, и можно еще по поводу коннекторов. Уважаемые коллеги, участники в основном используют коннекторы уровня 1 на 2. Это ме. Все-таки хотелось бы увидеть коннекторы чуть выше уровня. Пожалуйста, обратите внимание тоже на использование коннекторов, что они у нас бывают совершенно разные, их огромное количество. Не только не только ме, не только парскю. Следующий слайд. Мы говорим о языковой компетенции. Здесь мы оценивали морфосинтаксис, то есть правильное употребление глаголов, времен, наклонений, местоимений, детерминативов. Максимум здесь был 3 балла. Далее, владение письменной формой. Там дальше будет слайд, в котором я укажу типичные ошибки, которые мы увидели. К сожалению, вот были очень работы, ну так, практически красного цвета, потому что было очень много ошибок. Понятно, что это стресс, это недостаточное количество времени, чтобы перепроверить. Но, в общем-то, ошибок было очень много. Фразовая организация текста, то есть здесь мы смотрели на вариативность фраз, то есть чтобы это не были просто я и, там, скажем, в прошедшем времени. Здесь, в общем-то, мы были удовлетворены, потому что структуры, которые употребляли участники, они были разнообразными. Что касается лексики, мы, наверное, не поставили ни одному человеку максимальное количество баллов, потому что даже не из-за ошибок. Конечно, ошибки лексические тоже были. Но, например, здесь, в общем-то, логичнее было употреблять глагол dresser, то есть дрессировать. Но были, например, глаголы élever, все-таки глагол élever, как выращивать, ну, на наш взгляд, не совсем правильно описывает то, чем занимается персонаж этого текста. Многие не знают, скорее всего, слова déchet, и были варианты какие-то и jette, и détruit. То есть понятно, что это был какой-то вот такой... Мы предположили, что это, скорее всего, должно было быть слово déchet. И, в общем-то, такие были, в общем, попытки заменить это чем-то таким, что было похоже на слово déchet. Étrange, étranger, тоже вот путаница была в этих словах. Gros, grand. Но здесь даже было просто недостаточно лексики, чтобы высказаться по теме. То есть иногда участники крутились вокруг одной и той же темы, не умея перефразировать то, что они хотели сказать.
И кроме того, мы не санкционировали участников. То есть в некоторых работах, ну, естественно, заимствование слов из текста оно было. Не было заимствования больше 4 слов, поэтому мы не санкционировали. Но многие работы, они просто повторили те слова, которые были в изначальном тексте. Они их перефразировали, но, в общем-то, это были слова, которые были даны в задании. Мы не увидели, что участники владеют каким-то таким большим количеством слов, которые позволяют точно выразить свои мысли. Ну и орфография, здесь речь идет о лексической и грамматической орфографии. С пунктуацией все было в порядке. Орфография, конечно, отсутствие значков. Да, ну вот здесь вот на слайде вы видите, какие ошибки мы увидели. Многие, когда высказывали свое мнение, то есть свои впечатления и употребляли глаголы там «j'étais surpris» или там «j'étais choqué», после этого требовалось употребление субжунктива, которого, к сожалению, не было. В некоторых случаях вместо субжунктив пассе, то есть субжунктив пассе был употреблен, но нужен был быть употреблен наоборот, был употреблен субжунктив présent, но в этом случае должен был быть субжунктив пассе. Отсутствие согласования времен, потому что многие говорили, он нам рассказал что, и дальше должно было быть согласование времен, которого, к сожалению, мы не всегда увидели. Ну вот ошибки вы видите здесь на слайде. В целом, конечно, все справились, все написали с большим, меньшим количеством ошибок. Ну, максимум, конечно, у нас ни у кого нет. Максимальный балл тут я даже не 18. 18 баллов. Да, 18. Ну, 18 из 20 это, конечно, хорошо. Угу. Так, если у вас есть вопросы по вашей работе, поскольку чат не работает, то... Ждем звонков, ждем смс. Если есть необходимость, вы можете позвонить нам. Можете написать, позвонить. Ну, возможно, мы сейчас... Если вопросы есть, давайте вот на минутку еще подождем. И перейдем к конкурсу устной речи. Если вопросы вдруг появятся, потому что... Да, давайте мы перейдем. Если у вас появятся вопросы, вы звоните, пишите. Итак, конкурс устной речи. Максимальное количество 20 баллов. Опять же, 2 блока. Это решение коммуникативной задачи, языковая правильность оценивалась, также беседа. Что необходимо было сделать? Необходимо было интерпретировать короткий информативный текст, определить полученную информацию по шкале положительная, нейтральная, отрицательная и аргументированно объяснить сделанный вывод. Максимальное количество баллов сказала. В принципе, многие сюжеты были связаны со знакомой вам темой экология, поэтому, в принципе, все участники справились с данным заданием, все говорили. Опять же, баллы были снижены за морфосинтаксис и лексику. Посмотрите, пожалуйста, монологическую часть. Что оценивалось? Правильная формулировка и представление темы рассуждения. Здесь никто не ошибся, все правильно указали тему. Далее, адекватная интерпретация информации. Дает ей требуемый в задании комментарий и аргументирует его. Аргументация страдает. К сожалению, очень ждали конкретную аргументацию при помощи конкретных примеров. Конкретные примеры, очень мало участников смогли привести конкретные примеры. Такой небольшой совет. Но даже если вы ничего не читали, ничего не видели по данной теме, сочините, пожалуйста. Просто сочините. Да, вот мне мой друг рассказал, что... Или действительно последствия приводят к тому, у меня есть знакомая семья, в которой просто можно сочинить. Конечно же, что касается лексики, мы ожидали... посмотрите еще критерии. Хотели услышать все-таки больше информации о последствиях экологических катастроф, о типах загрязнения. Последствия, конечно, не только для человека, для флоры, фауны. Недостаточно было сказать, что да, птицы умирают, да, люди болеют.
все-таки вот как-то вот схема, идея и ее аргументация при помощи конкретных примеров не очень четко звучит у участников. Немножко, может, надо автоматизировать на простых примерах. Даем идею и тут же ее аргументируем при помощи конкретного примера. Многие сделали хорошие, введения сделали. Чувствовалось, что основная часть представлена, вывод, все умеют говорить en conclusion, pour conclure, но у многих текст был очень небольшой, буквально за минуту. За минуту все было изложено. Посмотрите, беседа, да, реагируют, конечно, реакция есть, пытаются ответить, но опять не было развития мысли. Страдает развитие мысли, страдает аргументация при помощи конкретных примеров. И опять же языковая компетенция. Морфосинтаксис подвел. Грязновато. Ошибки типичные я чуть позже назову. И лексики. Нам не хватило лексики. Нам не хватило богатства вашего словаря. Ждали продолжения. Все умницы. Вы говорите. Но немножко надо расширять. 2 участника были просто молодцы. Практически не было копий. Говорили спонтанно, без всякой опоры. И еще один участник, мы обратили внимание, был план. Просто план. Умницы, что пользуйтесь планом. Все-таки не хватило. В принципе, участники справились. И баллы неплохие. Максимальный балл из 20 тоже 18. Вот посмотрите, какие были типичные ошибки. Это опять же управление глаголов. Временная форма глагола. Спряжение глаголов. Conduire, réfléchir, choisir. Вторая группа пошла, да? При отрицании очень многие beaucoup забывали de. Beaucoup de говорили, beaucoup доля и еще что-то. Но только не beaucoup de просто. Особенно с существительными, которые начинаются с гласной. Beaucoup des oiseaux, например. Идет путаница, не знают, когда надо savoir, а когда connaître. Обратите внимание, пожалуйста, на разные употребления данных глаголов. Опять же, замена дополнений местоимениями. Путают, где le aller, где lui leur. Опять же, если нет автоматизации, то в условиях стрессовой ситуации, конечно, участник все забывает. Косвенный вопрос почти у всех. Страдает косвенный вопрос. Как его передать? Путаются. Вместо сокю говорят кеску. Надо побольше упражнений делать на введение косвенного вопроса. Не личные глагольные формы, а просто ребенок хочет их употребить, но не может, не владеет. Особенно participe passé composé. Ayant lu. Такая хорошая форма. Не знают ее участники, но она бы очень хорошо легла на конкурсе устной речи. Après avoir fait. Именно participe passé composé. Опять же, что мы заметили? Многие употребляют сослагательные наклонения после глагола espérer. Надо просто запомнить. Не употребляются сослагательные наклонения. Еще обратили внимание, что глаголы penser, croire, affirmer. Участники, запомните, пожалуйста, данные глаголы требуют сослагательных наклонений только в вопросительной форме, либо при отрицании. Je ne pense pas, и дальше следует сослагательные наклонения. Обязательно. Тоже у многих участников были ошибки в употреблении времен после си. Надо их, наверное, зазубрить, побольше сделать упражнений. Время в придаточном, время в главном. Там буквально не такое огромное количество времен. Можно это выучить. Ошибка очень распространенная. Неиспользование отрицательной частицы pas, если мы используем другие отрицательные элементы. Это jamais, aucun, rien и другие. Pas звучит. Обратите внимание на это. У нас поступил вопрос по телефону. Это чтение 0902. Конкурс понимания. Конкурс понимания письменных текстов. 0902. Вопрос 2122.
C'est la façon d'aider les personnes incapables de faire. Des certaines choses quotidiennes. А что это за вопрос Нет, было 21? это 21. Сейчас посмотрим. 21. Нет, это там Да. colocation avec les personnes âgées. 21 или 22? 21, 22 оба. Давайте 21 посмотрим. Итак, ключевое слово здесь... Так, сейчас я вернусь. Ключевое слово у нас все-таки louer, а не помогать просто. Это не волонтерская помощь. Это... Вот я уже пропустила. Нет, это конкурс письменный. Вот Так, он. письменный есть? Ага, 22, да? Да, 21. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Вот он, 21. Louer un appartement. Вот это colocation. У вас в ответе, ну, это вообще 0902, да? Помогать. C'est la façon d'aider des personnes. Это не aider, это louer. Colocation, это louer. 21, да? Да. Угу. Сейчас 21, надо задание еще найти. Сейчас. Угу. Нет, это colocation. Сейчас. Сейчас мы посмотрим, как в задании звучит. Конкурс. Это у тебя где-то здесь. Сейчас найду. Это устный, да? Устный забери. Понимание устных. Ага, сейчас 22. Проверка. 22. Если проверь, вот видите, листочек. Итак, 21. Кулек. Кулек это у нас колокатер. 21. Это louer. Ключевое слово louer. Угу. Это не aider. И 22, да, вопрос? Так, 22 у нас. Colocation avec des personnes âgées. C'est quand la jeunesse, вот вы написали, да, c'est quand la jeunesse visite, посещает часто. Нет, она не посещает часто. И не просто проводит время séjourne, чтобы им помогать. Они именно colocation avec des personnes âgées. Ключевой ключ. Loger. Être logé gratuitement en échange d'une présence. Séjourner это все-таки не синоним être logé. Это точно. По семантическому анализу séjourner не является синонимом être logé. Это разные вещи. Это разные глаголы и разные значения. 22. Être logé. Так, сейчас. Итак, сами задания при обсуждении верных и неверных вариантов. Дорогие участники, задания должны быть вывешены в ваших личных кабинетах. Нам обещали, что все задания будут размещены. Оксана, а задания вывешены должны быть в личном кабинете? Да, проверьте, пожалуйста. Потому что было разрешение. Да, было разрешение, они должны быть размещены. Да, они видят все листы заданий. Не, можно вот сейчас, если вы рядом с участниками, узнать, вывешены или нет? Ага. Может, Ксения сможет спросить. Ксения, вот она рядом с участником, она тоже мне позвонила и сказала, говорит, у нас задания-то нет, вот говорит, слушай, а задание посмотри. В личном кабинете нет у участников листов заданий? Ну вот она мне сказала. Ага, сейчас мы... Сейчас мы... тоже говорили, что не было, там только сочинение было выложено. Нет, должны были вывешены все. Сейчас мы выясним. Ну что, я не знаю, есть ли еще вопросы, потому что тут уже поступают отклики. Спасибо. Сейчас мы выясним по поводу листов заданий.
В любом случае они будут вывешены. У вас есть время сегодня, завтра, и мы ждем ваших вопросов на электронную почту, по телефону. Людмила Леонидовна, скажите, пожалуйста, а листы заданий-то вывесили в личный кабинет? А когда они будут? Нет, Бубнова. А, завтра утром все будет вывешено. Хорошо, ладно, спасибо. Дорогие участники, уважаемые коллеги, завтра утром у вас будут вывешены листы заданий. Завтра утром у вас будет время еще раз посмотреть ваши листы ответов, соотнести с листом заданий. И мы ждем ваши вопросы. Нашу почту вы все знаете? Сейчас мы вам напишем нашу почту. Угу. Ребят, давайте... Ага. Так, почту я вам написала. Сегодня вечером вы можете писать, завтра утром писать. Пишите, пожалуйста, вопросы. Мы каждому ответим, каждому позвоним. Угу. Моя почта Юлия Юрьевна, _ю@yandex.ru. Телефоны есть у ваших преподавателей, поэтому можете писать в WhatsApp. Можете попросить мой телефон, можете мне написать смс-кой. Прямо если у вас прям прям очень хочется узнать, сегодня, пожалуйста, пишите. Ну, до 10 вечера, да? Потом хочется поспать. Хорошо? Давайте. Спасибо всем за участие. Нет, вы сегодня неправильно сказала. Завтра утром у вас будут листы заданий, поэтому завтра весь день, пожалуйста, пишите, спрашивайте, звоните. Мы на каждый ответ, на каждый вопрос дадим исчерпывающий ответ. Ваши работы будут у нас, чтобы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Все молодцы. Молодцы Воркута, Ударский район. Спасибо, что вы приехали. Пожалуйста, приезжайте. Ничего страшного, что в этом году вы, если вдруг вы не войдете в число победителей, призеров, но для вас это очень хороший опыт, потому что вы видите задания, вы пытаетесь, вы делаете, и никогда нет 0 баллов. В любом случае вы получаете количество баллов, и в любом случае, исправляя ошибки, слушая объяснения, вы все равно совершенствуетесь во французском языке. Спасибо огромное. Ждем вопросы. Завтра целый день мы в вашем распоряжении. Пишите, звоните. До свидания. До свидания.